Здравствуйте, дорогие друзья! 9 часов 0 минут в башкирской столице, в городе Уфе. Новый рабочий день, новая совершенно короткая рабочая неделя после первомайских праздников. И у нас эфир прямо из нашей студии, из студии «Аспектов». Зовут меня Руслан Валиев, рядом со мной видеоинженер Никита Полянин помогает нам с вами сегодня пообщаться в рамках нашего эфира. Я думаю, что в течение часа мы сегодня плотненько поработаем, потому что есть с кем поговорить и о чем поговорить. Во-первых, буквально в начале, через несколько минут, мы созвонимся с руководителем Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилорой Горохольской. Обсудим погоду, как у нас весна протекает, чего мы ждем впереди от весны и, главное, от лета, конечно же, как в плане температуры, так и в плане влажности, то есть все то, что, в принципе, имеет важное значение не только для настроения, но и для того, как мы будем с вами жить дальше с точки зрения пропитания элементарного, да. Дальше почитаем прессу, кое-что у нас накопилось за буквально сутки последние после нашего эфира импровизированного из полей, который я вчера утром провел. Те, кто не видели, обратите внимание, у нас на канале опубликовано, да и не только на канале, в других соцсетях также найдется ссылочка с видеороликом, он небольшой, всего 25 минут. Вот. После прессы к нам присоединится вторая гостья, уже по видеосвязи, уфимская активистка Юлия Касьянова, которая активно, скажем так, публикует свое мнение и участвует в различного рода общественных обсуждениях, слушаниях по поводу благоустройства, по поводу сохранения исторического наследия, архитектурного прежде всего, по поводу строительства новых каких-либо объектов, как то Евразийская библиотека, реконструкция улицы Октябрьской революции или усадьбы Бухартовских. У Юлии, как правило, всегда есть мнение, и оно, вот на мой взгляд, зачастую бывает очень таким взвешенным, аргументированным и лично мне близким. Понятно, что кто-то может не соглашаться с этим мнением, но я считаю важным это мнение озвучить, в том числе и с помощью наших программ, нашего молодого и независимого СМИ «Аспекты». Прежде чем позвоним мы первой нашей гости Вилоре Горохольской, я напомню, чтобы вы подписывались не только на YouTube-канал, но и на наши паблики в Одноклассниках и ВКонтакте, а также в Яндекс.Дзене. И ставили лайки по возможности под всеми трансляциями, не только в YouTube, для того, чтобы это помогало продвижению и большему охвату наших эфиров, наших публикаций. Также призываю вас к тому, чтобы вы по мере возможности присоединялись к тем, кто нас поддерживает рублем, делая пожертвования. Для удобства этого действия, скажем так, у нас появился сервис Boosty, точнее, мы к нему присоединились. И ссылка на этот самый сервис Boosty есть в описании к трансляции. Переходите на этот сайт, даже если он вам совершенно не знаком, там все просто. Достаточно нажать на кнопку «Пожертвовать», и можно оформить пожертвование разовое или ежемесячное, там буквально символическую сумму можно пожертвовать, можно более-менее приличную. И напомню, что для тех, кто будет нашим спонсором, а это действительно люди, которые хоть что-то жертвуют, они по сути спонсоры, мы планируем в будущем делать какие-то, приятно делать пожертвования, но еще и какой-то выхлоп из этого, чтобы был. Итак, Boosty в описании трансляции вы это дело найдете. Вот. А сейчас, прежде чем мы перейдем к прессе, сразу же созвонимся с нашей собеседницей Вилорой Зинуровной Горохольской, руководителем Башметеобюро, значит, башкортостанского. Дело в том, что именно в это время ей удобно с нами поговорить. Поэтому откладывать это дело в долгий ящик мы не будем. Напомню, что чат в YouTube работает специально для вас. Пожалуйста, общайтесь между собой, пишите комментарии, реплики, вопросы. Я буду их зачитывать, особенно если они будут адресованы нашим собеседникам. А Вилора Зинуровна у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что согласились в первый рабочий день так рано с нами пообщаться, но тема важная, как ни крути. Сейчас начался дачный сезон, сельскохозяйственный сезон, и прежде чем делать прогнозы, давайте подведем некие промежуточные итоги по поводу текущей, наверное, уходящей уже весны. Вот
Были прогнозы противоречивые из тех, что я видел, по поводу того, что запасы воды в снегу вроде были большие, и вроде таяние пришло резко, и уровень должен был бы подняться довольно высоко, но этого не произошло, и уже уровень падает. С чем это связано? Ну, у нас осеннее увлажнение было ниже нормы. Во-первых, у нас вода впиталась в почву, и потом у нас апрель был, осадки выпали только в начале месяца, потом весь апрель достаточно был сухой, произошло испарение в том числе. Но запасы воды в снеге, они были в пределах нормы, ну и, в общем-то, как бы таких больших уровней мы не ожидали. По нашим прогнозам они должны были быть ниже нормы, как мы давали, за исключением рек, где вот случились заторные явления. Это реки А и Нзер. И то их было в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Да, что касается тепла интенсивно, оно было в начале апреля. Правда, не такое, как в прошлом году, было не интенсивное, но тем не менее, да, вот как вы сказали, оно случилось. У нас речки вскрылись достаточно дружно. Но, в принципе, большой воды мы не ждали, ее и не было. Она у нас была ниже нормы, где-то, если брать в среднем по Башкирии, на 1-2 метра ниже средних многолетних значений. Максимальный уровень на сегодняшний день уже прошли, как вы говорите, да. А вообще, в принципе, апрель у нас был выше нормы, в целый месяц на 2-4 градуса выше нормы, хотя, да, по ощущениям это как бы не очень заметно, но, тем не менее, у нас переход через 0 градусов произошел в начале апреля, и через 5 градусов, это 5 градусов начала вегетации, переход через 5 градусов в этом году произошел на 2 недели раньше обычного, где-то 7 по 10 апреля по территории. Вот такая весна. А вот что касается все-таки, так скажем, долгосрочных запасов. Вот в результате есть ли надежда, что у нас водные запасы в реках все-таки как-то приросли или нет? Все-таки мы вновь можем увидеть низкие уровни по Белой и по Уфимке ближе к августу. Это еще будет зависеть от того, какое у нас будет лето. Сейчас весь апрель достаточно был засушливым, хотя вот в начале апреля были сильные дожди. По северу республики у нас до 2 норм выпало месячных осадков. По югу республики поменьше, там 50%. Вот. И что касается водности рек, как вы говорите, ожидать или не ожидать нам засушливых таких маловодного периода, как в 2010 году, это опять-таки будет зависеть от того, какое лето. Но вот по нашим наблюдениям предыдущие годы, если у нас был май жаркий, апрель жаркий, то и как бы все лето такое было жаркое. Ну, вот это исходя из статистики такие наблюдения. В этом году у нас апрель теплый, но май нам совсем жаркий пока не представляется по нашим прогнозам, по расчетным методам. Он получается неустойчивый. И 2 декады, в первых 2 декадах интенсивных выносов тепла не ожидается. Ну вот что касается, конечно, таких долгопериодных прогнозов на все лето, как вы сами понимаете, ни одна численная схема не может вам гарантировать. И пока вот предварительный прогноз такой, что все около нормы. И в течение вот этого летнего периода, соответственно, там либо выносы тепла, либо какие-то волны холода, все это вероятно. А что в касается... ближайшей неделе это более вероятный прогноз и более такой оправдывающийся. Уточню, что касается все-таки ночных заморозков, как минимум на почве, они должны прекратиться в ближайшие дни и уже уйти? Или все-таки шанс на то, что они вернутся? Нет, вы что, нет. У нас вообще в республике это до середины июня вот эти ночные заморозки, это нормальное явление. Сейчас у нас только начало мая. Вот в ближайшие дни мы ждем 0+5. Местами заморозки в воздухе и на почве 0-5. Это вот сейчас прогноз я вам озвучиваю с 6 по 11 мая, ближайшие недели. У нас в большинстве пойдут дожди, в большинстве дней. Дожди различной интенсивности. И ночью 6, это получается ближайшая ночь, местами со снегом. Ну, естественно, это касается больше северной половины республики и восточных наших районов горных. 7-8 мая вероятность осадков небольшая. 8 даже, возможно, у нас будет такой благоприятный, теплый, хороший день с дневной температурой 13-18 градусов. Ну вот, а так в основном мы ждем, как я уже говорила, ночью 0+5 на почве заморозки до 0-5.
В дальнейшем, вот к концу периода, ближе к 10-11, ночная температура повысится до 3-5, до 3-8. Дневные температуры 10-15. 8-9 мая местами по республике до 20, но это опять-таки более вероятно в южных наших районах. Мгм. Так, и еще буквально вопрос, знаете, что касается неблагоприятных условий, в которых формируется загазованность, значит, смог и так далее. Вот по этому показателю у нас есть какие-то предпосылки, что ли, прогнозы на будущее? Ну, у нас в связи с тем, что ожидается неустойчивый характер погоды, значит, это будет перемешивание таких застойных явлений, как антициклональные поля, при которых у нас наблюдается хорошая, теплая, безоблачная погода, ну и, соответственно, вот эти явления, способствующие накоплению вредных примесей, пока таких полей давления у нас не предвидится. Поэтому, но здесь будет, знаете, еще, возможно, связано ухудшение состояния воздуха, загазованности, как вы говорите. Может быть, это связано с выносом, точнее, с северным ветром, то есть вот эти с прохождением холодных фронтов в тылу циклонов у нас наблюдается северный ветер и перенос северный. Соответственно, промышленные зоны, которые расположены на севере городов, они будут оказывать влияние. Но здесь еще у нас большое влияние вносит автотранспорт, который мы, к сожалению, никак не можем регулировать пока. Угу. Понятно, в общем-то. Ну, то есть прогноз в целом такой нейтральный. Не сказать, чтобы позитивный, но в то же время и негативный нельзя. Да, ну и особой радости, особого лета пока нет, как были в предыдущие годы. Угу. Понятно. Средненькая весна. Спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Вместе с нами была начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Велора Зинуровна Горохольская. Хорошего вам дня. Спасибо. Так, а мы, соответственно, продолжим нашу программу, перейдем к обзору прессы. Ну, можно, да? Можно. Друзья, значит, напоминаю, что в эфире «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Также трансляция в Одноклассниках и ВКонтакте ведется. Меня зовут Руслан Валиев. Продолжаем общение. Значит, любопытная информация, пока еще до конца не проработанная и не в виде, скажем так, публикаций СМИ, но я думаю, что СМИ подхватят. О том, что БашРТС, наша крупнейшая ресурсоснабжающая компания, начала делать вновь перерасчеты, но не перерасчеты в пользу потребителей, когда возвращаются ранее много уплаченные, значит, суммы, а наоборот. Речь о том, что часть денег, которые были возвращены потребителям за декабрь 2020 года, вновь в апреле текущего 2022 года начислили потребителям. Бывший советник главы администрации Уфы по вопросам ЖКХ Вадим Беляков и вновь вернувшийся, скажем так, к истокам и продолживший деятельность в рамках общественной организации Уфа Ситими, об этом сообщает вот нам и приводит пример комментариев того же БашРТС, который объясняет следующим образом эту картину. Давайте послушаем. Такое решение принято в связи с отсутствием замечаний к корректности начислений БашРТС. В ходе проверки надзорных органов нарушений выявлено не было. Переводим на русский язык, как это я понимаю. В свое время мы вам вернули часть денег под давлением общественности и каких-то представителей власти, но после этого провели формальные процедуры, нас проверили соответствующие структуры надзорного характера, и не выявили они нарушений никаких. Поэтому мы считаем нужным вновь начислить вам эти суммы, потому что раньше мы их вам вернули, погорячившись, условно говоря. Вот это я сейчас интерпретирую по-своему. Если это так, в общем, выводы, как говорится, делайте сами. Нам еще, я думаю, предстоит эту историю разбирать в деталях и подробностях. Несмотря на то, что отопительный сезон, казалось бы, завершился, мне кажется, самое веселое в кавычках в этом смысле впереди. Значит, власти Башкирии рассказали, опять-таки, о чудо, когда завершат строительство мечети Ар-Рахим, пишет нам Уфа-1. Во-первых, не власти, я бы сразу поправил наших коллег, а представители Духовного управления мусульман республики. Это все-таки не государственная, а религиозная организация, которая от государства, по крайней мере, формально у нас в России отделена. Так вот, значит, они утверждают, что к 2024 году большая часть работ будет завершена, поскольку фонды, включая Урал, продолжают поддержку мечети.
Никакой конкретики, что значит большая часть работы и так далее, вообще здесь непонятно. Уфа-1 решила напомнить предысторию вопроса. 15 лет уже строится этот объект. Много раз задавался вопрос и Радию Хабирову на различных встречах с журналистами, в том числе на последней встрече, которая была когда там на прошлой неделе, получается, да? Он говорил, что, в общем-то, ключевого инвестора, который готов финансировать, пока не найдено. Ведутся при этом интенсивные переговоры. В общем, по моей информации, с переговорами там не все хорошо. Хотя некие предложения, которые вроде как могли чуть ли не весь вопрос снять, поступали, но переговоры эти срывались, о чем у нас в эфирах рассказывал руководитель компании «Алтын-Курай» Ильдар Ишеев. Ну, в общем, надеюсь, что в обозримом будущем там какие-то движения будут. По крайней мере, судов энное количество продолжается в арбитраже. И по поводу того, как это все разворачивается, какую сторону маятник Фемиды качается, мы вот с Ишеевым в одном из будущих эфиров разберем. Вот. Даже если быть далекими от религии и не планировать там посещение мечети на постоянной основе, я думаю, что многие согласятся, что данный объект, он является, если мог бы стать, точнее, визитной карточкой Уфы, и в хорошем смысле мог бы стать визитной карточкой, а пока он является визитной карточкой в плохом смысле, поскольку в качестве недостроя его видно отовсюду, и когда в город въезжают жители, гости республики, гости, приехавшие издалека, они всякий раз это дело видят. Назывался брендом до того, как это стало мейнстримом. История ишимбайского трикотажа, который в 80-х покорил Москву. Также Уфа-1. Не мог не обратить внимания. Интересные публикации с точки зрения именно содержательной части исторического характера. Мы действительно многие наслышаны, кто-то даже помнит какие-то изделия вот этого предприятия. Сейчас на фоне санкций кто-то в шутку, кто-то на полном серьезе говорит, что подобного рода предприятия заменят нам уходящие бренды и ушедшие уже опустевшие магазины в торговых центрах. Вот, сами, как говорится, решайте, насколько можно рассчитывать на этот факт, что действительно ишимбайский трикотаж или ивановский текстиль способны это все заменить, но публикация интересная. Так вот, фабрика появилась, оказывается, в Ишимбае еще в 1966 году. Тогда ее открытие позволило в городе с мужскими профессиями в нефтяной промышленности обеспечить рабочими местами и женщин. Сначала предприятие специализировалось на пошиве нательного белья. Оно сшивалось из привезенных полотен. Потом появился собственный цех по производству тканей. В 70-х спросом пользовалась продукция из ацетата, смеси натурального сырья и химических реагентов, похожая на шелк. Когда интерес к белью из искусственных нитей снизился, фабрике пришлось переориентироваться на производство нетрадиционной продукции. С 1983 года здесь шили фуфайки, комплекты домашней одежды в виде блузки и юбки, ночные сорочки и пеньюары. Вот так вот. В нулевых ситуация была не сильно лучше, сотрудники неделями сидели без работы, это сравнивается с 90-ми годами, да, картина. Но так или иначе предприятие выжило и сегодня, в общем, работает как минимум, да, я уж не говорю, что процветает и обеспечивает своей продукцией всех и вся, но чтиво довольно любопытное. На эту тему на Уфе-1 вы можете обратить внимание. А вот из грустного, та же Уфа-1. Вам влить 2 литра воды и закрыть в машине. Жители Уфы ринулись на кладбище и встали в 4-часовых пробках. Майские праздники прошли под знаком посещения кладбищ. Родительская суббота, да и в принципе по традиции это время, когда люди действительно посещают своих предков, ухаживают за могилами или просто-напросто считают нужным отдать долг. И вот, 30 апреля и 3 мая запустили дополнительные маршруты транспорта вроде бы, но не всем это пришлось по нраву. Некоторые оказались заложниками образовавшейся пробки. Далее цитата. «Огромное вам, глава, спасибо за поминальный день. 4 часа до кладбища. И вот дальше вам влить эти самые 2 литра воды и закрыть в машине. Ужас и издевательство над людьми», негодует Анастасия Асаторова на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Оказалось, что такой долгий путь уфимка держала до кладбища в Тимашево и попала в 4-часовую пробку. По дороге она, с ее же слов, не встретила ни одного туалета. Женщина попросила установить уборные и экипажи ГАИ. В мэрии Уфы согласились, что проблема существует. Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов сообщил, что данная ситуация может происходить в дни массового посещения кладбища.
в связи с тем, что внутриквартальные дороги не рассчитаны на такой поток транспорта. Вот в связи с этим же могу привести свидетельства очевидцев в соцсетях, распространившиеся о том, как новое кладбище совершенно недоступно, скажем так, для посещения, потому что дорога ровным счетом дорогой не является, а является траншеей, не знаю, там, окопом, который в режиме боевых действий мог бы остановить наступление танковой колонны. И вопрос возникает, да, вот запускаем новые объекты взамен старых переполнившихся и никак не продумываем элементы благоустройства. В общем, как всегда, у нас не только на кладбищах так, да, но и в новых жилых районах и кварталах. Зачастую проезжая часть либо отсутствует полностью, либо выглядит так, как будто бы это всего лишь техническая, значит, проезжая часть для каких-то больших грузов, да, которые продолжают работать и возить сыпучие какие-то строительные материалы. Есть, короче говоря, над чем поработать, хотя вот пока я вот как житель одного из районов, микрорайонов в Ленинском районе Уфы, всякий раз наблюдаю, что дальше слов в этом направлении дело не уходит. Нам все говорят, что мы начнем все-таки инфраструктуру делать прежде, а все остальное потом. В результате продолжается сначала возведение жилых домов, потом ни шатка, ни валка появляется проезжая часть, а лишь потом появляются элементы благоустройства в виде, не знаю, магазинов, я уже не говорю про детские сады и школы. И еще одна статья из Уфы-1, многие, кстати, об этом написали. В Башкирии прорвало, наверное, трубопровод, нефтяная река затопила территорию возле деревни. Опять же, нефтяная река, я бы, наверное, не стал все-таки быть, не был бы столь уверенным, потому что все-таки нефтяное пятно, нефтяная лужа, наверное, правильно. Ну, больших размеров, конечно, но не река. Труба принадлежит Башнефти, утверждает издание. И прокуратура на эту тему проводит проверку. Это все случилось в Аургазинском районе. Горючее затопило территорию возле деревни Кшаны. 4 мая экоактивисты опубликовали видео, на кадрах которого видно, что нефтяная река разливается на несколько метров. С одной стороны река, с другой стороны несколько метров, да? Давайте все-таки в терминах определимся. Если у нас речь идет о нескольких метрах, река это или ручей. Значит, жилые дома видны здесь неподалеку, то есть, в принципе, это рядом с деревней, и ситуация, если не является по формальным признакам экологической катастрофы, она является как минимум очень неприятной. Хотелось бы, чтобы виновники как минимум признали собственную ответственность и поучаствовали в ликвидации этих самых последствий. Значит, комментарий Башнефти отсутствует, как это часто бывает в таких ситуациях, но обещали его подготовить в ближайшее время. Вчера об этом Уфа-1 написала. Может быть, сегодняшнему утру уже какая-то информация, если не появилась, то появится вот-вот. Значит, с Уфой-1 разобрались. Теперь, значит, обращусь к посту блогера Владимира Кобзева, который утверждает, что на Павловском водохранилище к берегу прибило утопленную корову. То есть утопленная корова или утонувшая, это вопрос, опять же, отдельный, да, то есть мы можем предположить, что наверняка животное там отбилось от стаи или самостоятельно гуляло где-то в округе, неверно, значит, оступилось и упало в воду и захлебнулось. Вот такое, мне кажется, наиболее вероятно, нежели животное погибло и его кто-то туда выбросил. Или умышленно, тем более, утопил, да. Вот. Но тут проблема-то главное не в формулировках. Что-то я сегодня прям какой-то этот филолог, да, придираюсь ко всем, хотя сам иногда ошибаюсь. Тут вопрос в том, что эта корова долго плавала на поверхности, прибиваясь то там, то сям, утверждает блогер, и никому до нее дела не было, чуть ли не все выходные. Хотя на берегу той же Павловки большое количество зон отдыха, домов отдыха и просто пляжей. Хотя, понятно, купальный сезон еще не открыт, но в любом случае это же источник, потенциальный источник заболеваний различного рода кишечного характера. Тут пользователи обратили внимание на то, что якобы Ради Хабиров с супругой выложил фотографию где-то на берегу Павловки вместо того, чтобы вот заняться коровой. Ну, не знаю, наверное, это не его обязанность. И я, кстати, не могу утверждать, что это фотография с Павловки. Может, я, конечно, не очень внимателен в этом смысле был. Но, да, два таких обстоятельства произошли примерно в одно и то же время. Мне кажется, все-таки, если не Минэкологии, то какие-то муниципальные, что ли, власти вот на такие вещи должны обращать внимание и по первому сигналу реагировать. Причем не обязательно это должны делать
по профилю, что ли, там, ветеринарные станции какие-то, или там МЧС, любой, я не знаю, хозяин, скажем, да, на месте, хозяин частного ли предприятия, или какого-то муниципальной организации, или даже сельхозпредприятия, обладающие ресурсами в виде техники, мог бы обратить внимание на ситуацию и попытаться ее исправить. То есть достать тушу животного, пока это еще не стало достоянием широкой общественности. Посмотрим, что сегодня об этом напишут те же блогеры или даже СМИ. Значит, медиакорсеть. Парк Южный в Уфе развалился спустя 10 дней после открытия с Хабировым. Ну, я вновь, конечно, покритикую маленько, но нельзя говорить, что он развалился. Ну, вот он есть еще, он еще не развалился. И давайте определимся с термином, что такое развалился, да? Пострадал. Часть конструкций, значит, изменились, повредились, я не знаю, немножко расшатались. Это все вот правда. Здесь нельзя отрицать. И уже даже официальные лица подтвердили это все журналистам, согласились с тем, что да, не все хорошо в этом парке, хотя он буквально был открыт чуть ли не меньше месяца назад, из-за все это большого потока людей, считается. И пока что даются обещания, что все это будет исправлено. Напомню, что этот парк стал известен после того, как опубликованы были фотографии скамеек, напоминающих, опять же, кому-то, не всем, гробы. И учитывая текущую повестку, многие как бы на это дело особое внимание обратили. А зачем вы таким образом вроде как красиво хотите оформить парк, а в результате получается вот неоднозначно. Посмотрите фотографии того, как это все выглядит нелицеприятно в медиакорсете есть. Пруфы. В декларации 9. Али Хачет на Туареге. Стало известно, сколько зарабатывал главврач из Башкирии, уволивший бастующих врачей. Вот очень важная, любопытная вещь. Валерий Шапочкин, ставший известным еще зимой во время противостояния с активистами профсоюза медиков действия, сотрудниками скорой помощи, которых начали увольнять, когда они объявили итальянскую забастовку, в конце концов кончилось тем, что вроде как справедливость восторжествовала, в том числе в части самого главврача, которого уволили. Так вот, пруфы изучили декларацию. Оказывается, по декларации у него всего лишь 9, ВАЗ-21093. Вот так вот, да, бедно живут у нас главные врачи, на 9 ездят, которые сняты с производства в 2001 или 2002 году, я напомню. То есть 20 лет машине как минимум получается. А фактически публикуются фотографии, как он ездит на Туареге. Спрашивается, а почему нельзя задекларировать и оформить на себя Volkswagen Touareg, если ты честно работаешь и зарабатываешь? Если ты не оформляешь, но козыряешь на этом автомобиле, возникает законный вопрос, а не хочешь ли что-то скрыть? У нас, конечно, это сплошь и рядом, мы к этому привыкли, но обращать внимание на это надо, чтобы неповадно было, как говорится, не только тем, кого уже уволили, но и тем, кто продолжает выполнять свою тяжелую ношу на государственной службе. Говорю я и улыбаюсь про себя, да? Ирик Елалов, те же пруфы продолжают, может стать главой Башкирии. Опять они настаивают на своей теории, что Ради Хабиров уйдет в отставку и его заменит Елалов. Вспоминаем его слабые и сильные стороны. Вот тему прям подогревают. Я уж не знаю, откуда такая уверенность в этом, но если вам льстит, да, вот эта вот идея, и любопытно вспомнить, чем отличился Ирик Елалов за 6 лет работы во главе администрации Уфы, вы можете этот материал почитать. Вот. Не скажу, что я сторонник вот этой теории конспиративной, конспирологической точнее. Ну вот она есть, и пруфы являются хедлайнером этой теории, продолжают ее активно мусолить. И, соответственно, еще один любопытный заголовок, все-таки медиакурс-сети, не знаю, конечно, где они их берут, ребята, но в Уфе накануне заморозков, вот это важно, заморозков, пришвартовались 4 многопалубных теплохода. Про теплоходы все понятно. Пришвартовались, любопытно. Для нас это прямо нонсенс. И огромная там толпа людей, я не знаю, тысячи, наверное, уфимцев оказались на набережной, судя по фотографиям, и полюбовались красавцами, которые к нам заплыли. Прекрасно. Тут можно, конечно, обсуждать, это чья заслуга, а надолго ли, а сможем ли мы плавать дальше и так далее. Но при чем здесь заморозки? Вот это вопрос. Значит, вот, кстати, по-моему, часть из этих теплоходов не самый большой, Александр Пушкин, 4-палубный, другие, которые поменьше, они и сегодня должны еще оставаться на пристани у Монумента Дружбы, поэтому желающие могут посмотреть.
Тем временем, друзья, мы будем плавненько закругляться с обзором прессы и начнем созваниваться с нашей сегодняшней гостьей, уфимской активисткой, архзащитницей, я бы даже сказал, Юлией Касьяновой. И вот буквально в эти секунды мы уже устанавливаем с ней связь. И, соответственно, вы, пожалуйста, далеко не уходите, а наоборот, начните писать свои вопросы. Сегодня вашей активности, кстати говоря, в чате я особо не ощущаю. Поэтому очень хотелось бы все-таки вас видеть и слышать. Так, значит, Юлия, я вижу, присоединяется к нашему видеочату. Если вы нас слышите, дайте Доброе знать. утро, да. Да, Да. прекрасно. Ждем появления картинки, и мы можем переходить к разговору. А вы нас видите? Вас вижу, да. Вот. Так, телефон, просьба горизонтальный вид все-таки перевести, зафиксировать так, чтобы он не двигался. Угу. Горизонтально или вертикально? Горизонтально все-таки. Да. Да, так для зрителей трансляции будет лучше. Так, у нас пока не получается все-таки с картинкой горизонтальной. Надо было бы все-таки с самого начала зафиксировать в горизонтальном положении аппарат и так созвониться с нами, чтобы не было вот этого всего. Сейчас у нас картинка совершенно перевернутая. Да? Сбросить, да, надо? Да, сбросить и заново подключиться, иначе некрасиво. Так, значит, вот поскольку у нас, друзья, рекламной паузы нету, новостей нету, мы с вами вот все это дело делаем, осуществляем в режиме реального времени, прямо в процессе нашего разговора. Ну да, как бы ни было, в принципе, лишь бы сейчас Юлия к нам подключилась. Я тут, я вас вижу, слышу. Хорошо. Ну ладно, оставьте так тогда, как говорится, хоть что-то. Итак, знаете, скажем так, начнем издалека. Прежде всего для тех, кто, может быть, первый раз вас видит и слышит. Вот каким образом получилось так, что вы стали заниматься вот этим активизмом, скажем так, стали участвовать в каких-то обсуждениях, общественных слушаниях, посещать мероприятия. Я вот вас не раз видел, да, на местах событий, скажем, да, где что-то разворачивалось. От вырубки деревьев там на Советской площади, заканчивая, я не знаю, реконструкцией улицы Октябрьской революции. Наверное, у каждого человека есть какая-то сфера, которая его очень вдохновляет. Для меня это путешествие. Вот. И я тогда вернулась по путешествию по Европе. Это был мой единственный, но длительный раз. То есть мы объехали тогда 12 стран. И я видела, как там сохраняются памятники архитектуры. То есть как бережно к ним относятся. Памятники архитектуры в Уфе меня тогда не сильно интересовали, потому что я до этого, конечно, была там в Москве, там в Севастополе, в других городах. Ну и какие-то большие каменные дома для меня были привлекательны. Вот, но я тогда не относилась к маленьким деревянным домам как к чему-то стоящему. Но когда я видела, как бережно их охранять в Европе, и какие они там конфетки, ну то есть они там очень ухоженные, покрашенные, красивые, выправленные все. И я увидела, как это может быть у нас. И когда я приехала, я сначала просто часами гуляла по улицам у нас в городе. Потом я нашла сообщество вот у нас «Архзащита», присоединилась к ним, ну и начала уже в «Архзащите» вести деятельность, ну, то есть вместе со всеми активистами до определенного времени. Сейчас немножко отошла. Вот, это что касается памятников архитектуры. Что касается зелени, ну, я росла на проспекте, я думаю, что многие, кто там бывал, знают, что там очень зелено, да, во всех дворах. Вот. И когда мы переехали в Сипайлово, ну, для меня это был просто ужас. То есть здесь был один песок, никакой зелени. Ну и в сравнении жизнь с деревьями и жизнь без деревьев, ну, то есть для меня была такой контрастный очень.
Вот, и я всегда к Уфе относилась как к очень зеленому городу, и когда в последние годы все больше стало вырубаться деревья, для меня это такая прям личная боль, вот, потому что я не люблю каменные джунгли, мне не нравится, когда есть одни только дома, плюс с экологической точки зрения это очень плохо, то есть это шумовое загрязнение, это неэстетичный вид, это экологическое загрязнение, то есть нечем абсолютно дышать, да. Вот. И плюс это психологическое воздействие, то есть я читала множество статей о влиянии такой одинаковой среды на человека, особенно растущего, взрослеющего, да, когда в пейзаже не на что остановиться глазу, то есть должны быть какие-то перепады, какие-то точки, с которой можно зацепиться. А когда идет сплошная серая бетонная полоса и нет ничего, то есть это очень сильно влияет на психику, в том числе человека. Вот. Вот, а с чем вы столкнулись? Вот, по сути, пример, да, для обычного, скажем, горожанина, который задумывается о таких вещах, о которых вы задумались, но пока первый шаг в этом направлении не сделал. Столкнулись ли вы со стеной непонимания? Или, может быть, все-таки нашлось какое-то, я не знаю, окошечко, какая-то связь, и вот появилось уже взаимодействие с какими-то чиновниками, я не знаю, лицами, принимающими решения? Как это в вашем ощущении, скажем, это все выглядит? Начну с плюсов. То есть сейчас очень много различных сообществ в Уфе, которые совершают различную деятельность, да. А в то время, когда вот я что-то искала, кроме арт-защиты, достаточно мало было чего, даже по защите животных, там, помощи животным практически ничего не было, да, там, бездомным. Сейчас этих сообществ там очень много, там, десятки, около 5 точно, наверное, есть, да, кто помогает животным. То есть практически в любой сфере сейчас можно найти единомышленников, благодаря интернету, благодаря, там, пабликам, каналам и так далее. То есть кто любит убираться, чтобы было чисто, вот, пожалуйста, там, очистка берегов, там, лесов и так далее, да. Вот. Более того, я не знаю, вот говорят, что когда в обществе критическая масса набирается, люди начинают самостоятельно как-то формироваться в такие сообщества. Вот, например, у нас во дворе, когда мы сюда переехали, люди сами сажали деревья, и потом на 20 лет было затишье, то есть никто ничего не делал. Сейчас люди сами объединились и делают различную деятельность, там бесплатно, у нас нет старшего, которому мы платим деньги, там нет никакого управляющей компании, но люди сами там выпрашивают у администрации елки, сажают, сами там делают клумбы, то есть какую-то активность проявляют уже самостоятельно, то есть, потому что есть такое желание. Вот, и если есть желание, я думаю, что в Уфе таких сообществ достаточно много вот, по различным, да, областям. Другое дело, что действительно такая деятельность очень часто упирается в административные какие-то барьеры, да. Да. Вот, в частности, основное, с чем столкнулись, то есть там нужна была очень большая юридическая грамотность. То есть одно дело рассказать о том, что это памятник архитектуры, то есть закрепленный там какой-то, да, этого было мало. Другое дело, что нужно письма в соответствующие инстанции, чтобы они принимали определенные шаги, для того, чтобы защитить какой-то памятник, да. Вот, поэтому моим коллегам приходилось овладевать этими грамотами юридическими, да, не имея юридического образования, для того, чтобы уже разговаривать с административным ресурсом на их языке. Вот это основное. И плюс еще есть определенная такая проблема, как отсутствие... Я не могу сказать, что это отсутствие культуры, отсутствие воспитания, возможно, такого в обществе, да, когда людям не говорили, что это ценно, не говорили, что это памятник архитектуры, и у них нет такого опыта. То есть у нас 20% населения только имеет загранпаспорт, куда-то выехать и посмотреть, да, вообще, что в мире творится. Но сейчас это вообще просто мало доступно, да, для большинства. Вот, я не говорю там про другие города России, да, потому что ситуация везде хорошая, где-то лучше, где-то хуже. Вот, и, вот, например, я выросла на том, что вот у меня бабушка приобщала там к культуре, искусству, литературе, художникам, там у нее там книжки были, то есть я все это видела, ездили в Третьяковку еще в 9 классе. А когда у человека нет такого воспитания, он просто не знает, что, как говорится, хорошо, что плохо, что красиво, что некрасиво, и как оно должно быть. Вот. И когда такой культуры нету, для человека, то есть там, старый дом — это просто старый дом, он не несет никакой ценности, да. Вот. Или, например, там деревья, деревья, но парковка важнее. Человек не задумывается о том, что это влияет там, на его здоровье, на его детей, в том числе на их психологическое здоровье. Угу. И основное вот то, что люди не все понимают, и это какой-то должен быть длительный образовательный процесс. Вот,
в том числе со стороны сообщества и государства. Так вот, вот исходя из всех этих вот знаний, скажем, и вот этого подхода вашего, на мой взгляд, вполне справедливого, на сегодняшний день как ситуация выглядит вот с вашей, как говорится, колокольни, да, с вашей точки зрения? У нас есть все-таки отклик, есть ли желание и воля вот это слышать, вот эту точку зрения и как-то реагировать на нее, все-таки сохраняя зелень в городах, сохраняя историческое наследие и восстанавливая его, или не слышат вовсе, или, может быть, делают вид, что слышат, и производят какие-то шумовые завесы, бросая пыль в глаза, восстанавливая, условно говоря, одну усадьбу Бухартовских, ну, по крайней мере, обещая это сделать, и не обращая внимания на все остальное. Такой очень сложный вопрос, на который тяжело ответить, особенно в текущих обстоятельствах, да, вообще, когда непонятно, что у нас вокруг происходит и как оно дальше будет развиваться. Но вот по ситуации предыдущей, вот здесь еще важно, что у самого руководства города, например, да, там, или республики, должно быть тоже понимание, что это ценно. Вот, например, когда человек живет в одном городе много лет, там, родился, возможно, здесь, да, то он и относится к деревьям, к домам уже совсем иначе, нежели приезжий человек. Вот. И здесь уже, я думаю, что люди должны быть таким проводником, то есть голосом из народа, который говорит, для нас это ценно. То есть если вы здесь не родились, как там мэр, как там президент, как, не знаю, там глава администрации, тогда люди должны доносить уже, что для нас это ценно. То есть, может быть, человек и не знает, что для кого-то там эта аллея что-то представляет, да, вот как с примером Советской площади было, что все-таки половина деревьев тогда удалось отстоять просто колоссальными усилиями, тем, что люди объединились и сказали, для нас ценны эти деревья, мы не хотим, чтобы здесь была только плитка, то есть мы хотим, чтобы здесь были деревья. И с помощью комиссии было определено, что половина деревьев все-таки спасти можно. Вот, они не представляют там никакой угрозы, они не старые и так далее, да. Вот, поэтому, нам ничего не остается, как говорить наверх, что для нас ценно и что для нас важно. Вот. И если есть возможность говорить на юридическом, в том числе, языке, да, искать вот эти же сообщества, где есть люди, которые уже с этим имели дело и умеют об этом говорить. Когда вот мы начали защищать деревья, ко мне очень много обратилось людей, которые не хотели, чтобы в их дворах вырубали деревья, да. Так. И я тогда связалась с другими городами, с опытом сообществ других городов, и мы составили определенную памятку. Вот. И эту памятку распространяли, но сейчас, может быть, где-то надо создать группу определенную, чтобы ее в дальнейшем, да, распространять тоже. То есть как нужно действовать людям для того, чтобы спасти деревья на законном уровне от вырубки, да. Вот. Другое дело, что законный уровень тоже неизвестно, когда соблюдается, когда нет, но, по крайней мере, так гораздо больше шансов. Ага. Так. А вот смотрите, на примере конкретного кейса, что ли, хотелось бы посмотреть, обсудить взаимодействие активистов и властей. Вот сейчас анонсировано строительство Евразийской библиотеки на южном склоне Уфы. Есть позиция официальная властей, есть позиция части общественности в виде письма, там более сотни архитекторов, которые, скажем так, осудили в некотором роде этот проект. И, в общем, пока пауза. Отреагировал на это лично Ради Хабиров после письма архитекторов, сказав, что, по большому счету, наверное, мы не доработали, не договорили, не дорассказали, но и те хороши, потому что прямо в штыки все это дело встретили, даже не разобравшись, но мы сядем, поговорим, разберемся. Вот как вам эта ситуация видится, как обычной горожанке, которой не все равно? Вот в данной ситуации как раз мнение архитекторов – это некий голос из народа, да, то есть по статусу, возможно, они имеют меньше вес, нежели там глава республики, но зато по профессиональному своему образованию они имеют больше вес, да, у них больше знаний, навыков, опыта и той же самой насмотренности, да. Вот, поэтому в данном случае я думаю, что нужно прислушиваться к профессионалам. Другое дело, будут ли это делать, неизвестно, потому что у всех есть там свое мнение. И плюс еще вот эта разница между пониманием архитекторов и пониманием простого народа, то есть который, может быть, видит, что так хорошо, да, то есть какие-то... Я когда сотрудничала, вообще общалась, допустим, там с Институтом развития городов и сел, да, я видела их подход, как они работают. Это очень
такой действенный и крутой подход, когда изначально делается срез общественного мнения и вообще понимается, что нужно людям в конкретной местности, что они хотят видеть, что будет являться выражением их духа, их желаний, их потребностей и так далее, да, а не просто из мысли, что вот так будет красиво. Я думаю, что ко всем вообще объектам крупным, да, там, что касается парков, как, в общем-то, сейчас и делается, нужно относиться именно так, то есть сначала делать этот срез общественного мнения, спрашивать мнение профессионалов, в том числе, например, в парке лесоводов сейчас, когда хотят сделать что-то, в первую очередь должно учитываться мнение биологов, потому что там большая биологическая среда. Вот. И когда это все берется, уже, то есть я считаю, что власть должна, это, конечно, такая утопическая идея, но выполнять волю тех, для кого она работает. Ага. Ну и тогда вот все-таки по еще другим объектам ваше мнение, да? Обсуждалось у нас в последнее время будущее парка Ленина, он же парк Матросова, и того же парка лесоводов. Вот вы как видите, как должно быть и там, и там? Угу. Насчет парка Ленина это обсуждение уже не первое, а, по-моему, второй раз уже собирают крупное обсуждение, да, и люди были недовольны тем, что мнение собрать-то собрали, а дальше ничего не происходило. И заново следующее обсуждение, да, то есть теряется вера в то, что что-то будет делаться, исходя из мнения людей. То есть для чего мы тратили время, приходили там на эти слушания, писали что-то там и так далее, да. Вот, поэтому по поводу парка Ленина, вот такое для меня... А по поводу парка лесоводов я однозначно могу ответить, что ребята, которые делали этот проект, они делали исходя из своего понимания. То есть они хотят делать как лучше. То есть когда были слушания, они хотели разделить на зоны, чтобы была развлекательная, игровая, различная зона, да. И жители справедливо заметили, что нарушится вот как раз-таки эта экосреда, и что здесь как раз нужно привлекать мнение биологов для того, чтобы, например, сделать книгу, налетают вороны выгоняют сов и других жителей леса, которые городской лес имеют там в себе, да. Вот, то есть проектировщик или там архитектор, он не знает, не может учитывать эти факторы, потому что он не биолог. Именно поэтому работа над такими проектами должна быть в сцепке, то есть в команде, когда есть специалисты разного уровня, в том числе вот и биологи, и архитекторы и так далее. Вот, поэтому, насколько я знаю, когда было слушание по парку лесоводов, проекты раскритиковали и его обещали переделать. Вот. Как они в итоге его сделают, с учетом мнения этого или без него, я не знаю. Но мое личное мнение, что учитывать мнение биологов в таких проектах нужно обязательно. Да и вообще, в принципе, во всех проектах оно не особо-то учитывается, а надо бы. Так, понятно. Ну и напоследок, как вам первые шаги нового главы администрации Ратмира Мавлиева? Кажется ли вам, что вот он в перспективе все-таки будет внимание обращать вот на эти вещи, на реальное, скажем, сохранение исторического наследия, на благоустройство города, в том смысле, что город все-таки будет оставаться и даже не оставаться, а будет еще более благоприятным для обычного горожанина, прежде всего пешехода? Вообще, в связи с последними событиями, как-то внимание общественности, мое в том числе, отошло немножко от городских дел, да, вот сейчас только к лету начинает возвращаться, что какая-то деятельность вокруг происходит. Вот, но так как этот глава у нас очень молодой, и он вообще понимает, что такое пиар там и так далее, да, я думаю, что, возможно, он все-таки обратит на это внимание. То есть вот он уже ведь катался на велосипеде, чтобы сделать себе хороший имидж, что он там большинство, да, делает сейчас современных глав, которые знают, что это хорошо влияет на, такой пиар-образ, да. Так. Вот. То есть я надеюсь на то, что, задумываясь об этом и желая иметь такой положительный образ, он все-таки будет обращать внимание на какие-то проекты, особенно когда глаз общественности будет очень громок, когда его невозможно слышать, да, почему я и говорю, что нужно об этом говорить, что если молчать, то многие вещи могут пройти незамеченными, то есть плохие вещи, да, какие-то. А если говорить, то глава просто не сможет не обратить на это внимание, сделать, против голоса народа. Вот. Но у нас же, естественно, все, наверное, знают, что у нас есть определенные строительные лобби и так далее, поэтому я тут в розовых очках не нахожусь, и надежду уповаю только на то, что ради хотя бы своего имиджа и ради какого-то вот такого благоприятных отношений с народом что-то будет сделано.
Мгм. Понятно, ваша позиция ясна. Спасибо большое, Юлия, что ответили на наши вопросы в сегодняшней программе. Юлия Касьянова, уфимская городская активистка, была на прямой видеосвязи со студией «Аспектов Башкортостан». Мы на этом закончим наш утренний эфир и будем с вами прощаться, друзья, потому что, в общем, время-то истекает, и повестка наша исчерпана. Я в очередной раз всем пожелаю хорошего дня, беречь себя, беречь своих близких, не забывать ставить лайки нашим эфирам, так или иначе отвечать каким-то образом, давать обратную связь, задавая вопросы, критикуя где-то. Для нас это очень важно и полезно. Сегодня мы еще планируем программу «Аспекты мнений» после 15 часов, в гостях которой должен быть политолог Владимир Савичев. В общем, если что-то изменится, следите, как говорится, за анонсами. А пока что еще раз до свидания и хорошего дня.